На змену снежнаму покрыву вогненная трава, і тут прычына відавочна не засуха, за чаго часам здараюцца самазагаральныя ачагі. На полях у вёсцы Заліп'е ў Гомельскім раёне зараз працуюць спецыялісты прыродааховы. Вядуць замеры наступстваў, падлічваюць урон, складаюць протокол. І ўжо відавочна, у гэтага творения есть автор. При рассмотрении данного очага совершенно очевидно, что это был поджог, потому что несколько очагов на определенной площади не связанных друг с другом. То есть кто-то шел по дороге и поджигал сухую растительность. Огонь, к счастью, не распространился в сторону деревни, иначе могли бы быть более значительные последствия. Статистика показывает, более 90% случаев возгорания в экосистемах – это дело рук человека. Умышленно, либо по неосторожности кто-то бросил окурок. Злый жарт ці неасцярожнасць. Наступствы такого выпальвання травы могуць быць катастрафічныя. Побач жылы сектар, у ветранае надвор'е агонь можа дайсці да вёскі за лічаныя хвіліны. У зоне рызыкі людзі, прырода і сельская гаспадарка. Экстрэнныя службы ведаюць, лепш прадухіліць здарэнне, чым змагацца з наступствамі. Уважаемые граждане, помните про соблюдение правил пожарной безопасности. Выжигание сухой растительности стерни на корню запрещено. Штогод у Гомельской области фіксуецца каля 1000 пажараў і ўзгаранняў у экасістэмах, у лясах, тарфяніках і на полях. Сітуацыю на прысядзібных участках кантралююць падчас рэйдаў. Часта людзі самі правакуюць бяду, наводзячы парадак на участку. Ігор Кузюкоў замест запалак на расправу з травой на шчасце ўзяў садовый інвентар. Купили косу, обкашиваем, траву оставшуюся в компост носим, как удобрение. Потому что может пожар возникнуть. И здесь такие случаи уже раньше были, что траву поджигает кто-то так прохожий, и может, если ветер сюда, может за постройки загореться. Я, конечно, против такого. Наогул на прысядзібных участках вогнішчы паліць можна, калі асцярожна. МНС нагадвае правілы. Разводить костры следует при условии обеспечения гражданами непрерывного визуального контроля за процессом горения и тления. Места разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов. Сухой растительностью рекомендуется обкопать место костра, либо разводить его в специальной негорючей емкости. Также в доступности необходимо иметь средства тушения. По окончании процесса горения остатки горящих материалов должны быть потушены до полного прекращения тления. Правила не допускают выжигания сухой растительности на корню, разведения костров на торфяных грунтах под кронами деревьев, а также использования для розжигов костров и угля, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Толькі за сакавік у вобласці зафіксавана каля 40 узгаранняў, большасць з якіх гэта выпальванне сухой травы і хмызняку. За такія дзеянні заканадаўствам установлена адказнасць ажно да крымінальнай. Выжигание сухой растительности на корню строго запрещено. Штраф от 10 до 30 базовых величин. При большом ущербе уже наступает уголовная ответственность. Ирина Драбышевская, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».